Эпидемия коронавируса подчеркнула безусловную важность и значимость нашей главной задачи – защитить людей, обеспечить жизнь и здоровье наших граждан. Сейчас, по мере снятия ограничений и восстановления экономики, налаживается привычный рабочий ритм предприятий и организаций. Впереди и сезон летних отпусков. Все это означает, что люди больше общаются друг с другом, посещают общественные места. И в этих условиях крайне важно последовательно снижать риски распространения инфекции. И, как уже не один раз говорил, для этого необходимо сформировать так называемый коллективный иммунитет. Самый правильный, цивилизованный способ решить эту задачу – это, безусловно, об этом говорят специалисты не только в нашей стране, а во всем мире. Это широкая вакцинация. Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе и мнение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Кто-то говорит об этом применительно ко всему населению страны, кто-то имеет в виду работников определенных специальностей, сфер, тех, кто по роду своей деятельности контактирует с большим числом людей. Ну, например, сотрудники сферы торговли, общественного питания, транспорта, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений и так далее. Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть и обратиться ко всем нашим гражданам. Пожалуйста, подумайте как следует. Имейте в виду, что российская вакцина, это практика показывает, уже миллионного применения. Она самая надежная сегодня и самая безопасная. И в нашей стране для вакцинации созданы все условия. Специалисты на основе полученной практики, еще раз хочу сказать, многомиллионного уже ее применения, этой вакцины, видят, что она не вредит здоровью, не приводит к каким-то серьезным осложнениям, но реально или уже плотно защищает надежно от угрозы заражения, или предупреждает тяжелое течение болезни.